Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана отправился с рабочим визитом в Балканский вилаят. В Туркменистане увеличат транспортное сообщение с туристической зоной Аваза. Туркменистан будет экспортировать лекарства и медоборудование в Афганистан и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в четверг с рабочим визитом в Балканский вилаят. Глава государства ознакомился с ходом подготовки к международной конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запланированной к проведению в национальной туристической зоне Аваза, а также провел расширенное выездное заседание Кабинета министров. Более 100 делегаций высокого уровня примут участие в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю в национальной туристической зоне Аваза. На форуме ожидается участие представителей 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, делегатов от 47 малых островных государств, высокопоставленных представителей 49 наименее развитых стран, а также генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В Туркменистане планируется расширить транспортное сообщение с национальной туристической зоной Аваза на побережье Каспийского моря в преддверии летнего сезона. Помимо действующего графика движения пассажирских поездов, будут организованы дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад. Также планируется запустить регулярное автобусное сообщение от международного аэропорта Балкан-Абад до Туркменбаши, а также от железнодорожного вокзала Туркменбаши до курортной зоны Аваза. Кроме того, будет увеличено количество авиарейсов из международных аэропортов Ашхабада, Дашугуза, Мары, Туркменабада и Кирки, Балканабадский международный аэропорт. В ходе расширенного выездного заседания правительства в Балканском вилаяте президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал распоряжение обеспечить строгое соблюдение правопорядка и правил пожарной безопасности во время проведения третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Данное поручение было адресовано секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундагдыеву. Врачи региональной больницы Герата в Афганистане в апреле посетили Ашхабад с рабочим визитом, в ходе которого были проведены встречи с представителями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам двустороннего сотрудничества в сфере фармацевтической промышленности и медицинских технологий. Афганские врачи обсудили возможность экспорта в Афганистан качественных и доступных по цене лекарственных препаратов, производимых в Туркменистане на совместном туркмено-индийском заводе по производству антибиотиков. Сегодня утром президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового международного аэропорта вблизи города Джебел, Балканского вилаята. Современный авиационный комплекс рассчитан на обслуживание 100 пассажиров в час. Воздушная гавань построена по заказу агентства Туркмен-Хувайлары силами специалистов частного предприятия Гундогды. Аэропорт расположен в 20 километрах к северо-западу от города Балканабад и в 4 километрах от курорта Малакара. По информации министра градостроительства и окружающей среды Турции Мурата Курума, количество поврежденных зданий после недавнего землетрясения в Стамбуле достигло 4295 объектов. Курум подчеркнул, что работы по оценке масштабов разрушений продолжаются в активном режиме. Ранее турецкие власти информировали об обрушении одного заброшенного здания в историческом районе Фатих. При этом пострадавших в результате обрушения не зафиксировано. В городе Айдахо-Фоллс встретились два антипода собачьего мира, обладателей мировых рекордов. Немецкий дог Реджи, признанный самой высокой собакой на планете с впечатляющим ростом в 1 метр, в холке познакомился с Чихуахуа Перл, самой миниатюрной представительницей собачьего семейства, чей рост едва достигает 9,14 сантиметров. Этот уникальный контраст мира собак был запечатлен в серии фотографий, опубликованных официальной пресс-службой книги рекордов Гиннесса. Всемирная федерация летающих дисков включила общественное объединение Flying Disco Туркменистана в состав организации в качестве национального члена. Спорт с летающими дисками был внедрен в Туркменистане в 1997 году. С тех пор число приверженцев этой дисциплины постоянно увеличивается. Стоит отметить, что туркменские спортсмены уже участвуют в различных международных турнирах. Членство в WFDF позволит расширить возможности для участия в соревнованиях мирового уровня и получить доступ к программам подготовки тренеров. В августе 2015 года Международный олимпийский комитет признал Flying Disc олимпийским видом спорта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.